Проблемы, накопившиеся в республике за прошлое время, должны оперативно и пошагово решаться. Такую задачу обозначил глава Коми сегодня в ходе оперативного заседания Президиума правительства. В качестве примера Сергей Гапликов привел ситуацию, в которой оказалась жительница Воркуты Лидия Головачева. В течение нескольких лет она не могла заселиться в квартиру, которую в рамках программы переселения из аварийного жилья ей выделил муниципалитет. Александра Головина продолжит. История переселенки из Заполярья началась еще 3 года назад. Тогда дом, в котором была квартира Лидии Головачевой, начал рушиться. Суд обязал мэрию Воркуты предоставить женщине жилье. И спустя полгода произошел этакий обмен. Пенсионерке выделили двухкомнатную квартиру, а свою аварийную она передала властям города. И вот тут обнаружилось невероятное. Выделенные мэрией метры уже находятся в чьей-то собственности. На исправление ошибки ушло почти полгода. Головачева, кстати, инвалид 2-й группы, получила такие ключи. Но радость длилась недолго. Жилье оказалось просто непригодно для жизни. Куча мусора, ободранные обои и отсутствие сантехники. Жалобу 77-летней женщины местные чиновники не приняли. Мол, квартира к проживанию годна. Все время, пока длилась эта эпопея, понимая, что прежняя квартира уже не моя, а новая еще не моя, я вынуждена была гостить то у родных, то у знакомых. Но теперь гостить больше негде. Кому нужен старый больной человек? Последний год со здоровьем у меня все хуже и хуже. Из-за боли в позвоночнике я передвигаюсь большим трудом и с посторонней помощью. 1,5 года скиталась по чужим квартирам, потому что снимать жилье за 10-13 тысяч рублей в месяц я не в состоянии. Никогда не думала, что в конце жизненного пути окажусь бездомной, имея всю жизнь собственное жилье. От безысходности такой хоть в петлю лезь. Сейчас Лидия Головачева обитает в той же квартире, что признали непригодной для проживания. В письме на имя газеты «Республика» она призналась, тут холодно и нет воды. Перед Новым годом пенсионерка поднимала к себе на 4-й этаж даже ведра со снегом. В подъезде, кроме нее, нет никого. Сергей Гапликов с историей пенсионерки познакомился через письмо. Как узнал, что произошло, немедленно поручил взять случай на контроль комитету ЖКХ. Сегодня на президиуме этот вопрос вновь был поднят. В газете «Республика» было опубликовано письмо жительницы Воркуты Лидии Головачевой. Женщина, так сказать, эмоционально рассказала о своей истории в связи с многолетним мытарством, невозможностью добиться от местных властей получения жилья. То бумажки волокитят, то там не в ту квартиру вселят и так далее. Вы помните, я уже давал на эту тему соответствующие поручения. Губернатору отчитались. Недостатки, которые были отражены в обращении гражданки, уже решены. Квартира по акту принята. Смесители, раковина, сантехника, электроплита, розетки, светильники и дверь. Все необходимое для жизни там теперь имеется. На вопрос, почему многолетняя проблема решилась только после того, как глава обратил на нее внимание, власти Воркуты ответили нам следующее. Об этой ситуации, конечно, я не знал. Об этой ситуации вот узнал, наверное, примерно 2 недели назад было письмо от нее. То есть, понятно, отдал на исполнение, максимально решить этот вопрос. Ну, вот пока разбирались с юридическими моментами, с состоянием квартиры, что фактически было заявление у нее о передаче собственности, она отказалась. Ну, в итоге появилась статья, ускорились. Александра Головина, телеканал Юрган. Сегодня на общеголосование